Добрый день, уважаемые участники семинара. Прежде всего, позвольте поздравить вас с тем, что ваше село выбрано пилотным для реализации проекта «Джашил Климат». Меня зовут Кретова Зоя, и я являюсь климатологом и экспертом по климату данного проекта. Более 13 лет я работала в Кыргызгидромете, участвовала в ряде страновых и региональных проектов по вопросам климата. В данной презентации я представлю вашему вниманию общую информацию по изменению климата в мире и Кыргызстане и основным последствиям от климатических изменений. Прежде всего, я бы хотела рассказать разницу между понятием климат и погода, потому что до сегодняшнего дня многие путают эти понятия. Погода – это физическое состояние атмосферы или климатической системы Земли в данной точке земного шара в заданный момент времени. Климат – это средний режим погоды за 30-40 лет, то есть сочетание метеорологических параметров, таких как температура, осадки, скорость и направление ветра, наиболее часто имеющие место в данной местности. Другими словами, погода – это то, что каждый из нас наблюдает за окном, а климат рассчитывается на основании ежедневных данных за погодой. Для более простого понимания можно сказать, что погода диктует нам, что носить каждый день, а климат диктует нам содержание нашего гардероба. Итак, как же меняется климат на сегодняшний день? Каждый из нас слышал хоть раз в жизни термин «глобальное потепление». Этот термин связан со средней глобальной температурой приземного воздуха. На данном рисунке в каждом круге представлены среднемесячные температуры за период с 1851 по 2020 год. Период с 81 по 900 год выбран учеными как доиндустриальный период, когда началось активное использование всех видов природных ресурсов и ископаемых ресурсов, а значит и начался активный выброс парниковых газов, который рост температуры. Цвет секторов в кругах от голубого до бордового означает температуру. Оттенки голубого означают температуру ниже нормы, оттенки красного – температуру выше нормы. Как видно, в мире отмечается постепенный переход от голубого цвета к бордовому, то есть отмечается повышение температуры. Причем наиболее темные цвета красного цвета, бордового цвета, отмечаются в последние 20-летия. Отмечаются с середины 70-х годов до последнего 20-летия. И последние 20 лет, как вы видите на картине, окрашены в темно-бордовый цвет. 2020, 2019, 2016 года были самыми жаркими за всю историю инструментальных наблюдений, когда температура была на 1,1–1,2 выше доиндустриального периода. Климат на Земле менялся всегда, но современное изменение климата характеризуется очень быстрыми темпами потепления, которых никогда прежде не было за всю историю существования Земли. Так, в мире скорость потепления с 1976 по 2020 год составляет 0,18 градусов каждые 10 лет. В странах Центральной Азии скорость больше и составляет 0,28 градусов каждые 10 лет. В Кыргызстане скорость меньше, чем в Центральной Азии, но немного больше, чем скорость глобального потепления, и составляет порядка 0,23 градусов каждые 10 лет. Однако все чаще и чаще мы слышим из новостей, что в мире происходят катастрофические погодные и природные явления, такие как наводнения, засухи, ураганные ветры, аномальные снегопады, таяние полярных ледяных щитов, лесные пожары. И иногда возникает вопрос, как, например, аномально холодные зимы в одних регионах мира, аномально интенсивные снегопады в другой точке мира связаны с глобальным потеплением. На самом деле ученые используют термин «глобальное потепление», когда говорится лишь о средней глобальной температуре воздуха. И в целом сейчас ученые все чаще и чаще говорят не об изменении климата, а о его разбалансировке. То есть климат становится нестабильным, и как следствие мы наблюдаем увеличение аномальных погодных явлений. Все погодные и природные катастрофы в мире вызваны всего лишь ростом температуры за 1 век на 1 градус. Как же меняется климат в Кыргызстане?
Как и во всем мире, растет среднегодовая температура воздуха. При этом с середины 90-х годов практически каждый год была температура выше нормы. За нормой, под нормой подразумевается среднее значение температуры либо осадков за сравнительный период, 30-летний период, в данном случае 1981-2010 год. Однако в различные сезоны года температура меняется не одинаковыми темпами. Наибольшее потепление отмечается весной по всей стране. Особенно этот рост стал очень сильным с 2000-х годов. В целом температура за последние 44 года выросла в Кыргызстане на 1 градус. Весной температура выросла на 2 градуса. Зимой также температура выросла на градус, как и среднегодовые значения. А вот летом и осенью темпы роста температуры ниже и составляют порядка полуградуса за последние 44 года. Однако изменение температуры не одинаково не только по сезонам, но и по месяцам, и по районам Кыргызстана. Если говорить о месяцах, то наибольший рост по всей стране отмечается в марте, феврале и в целом в первой половине года. В декабре, наоборот, в стране отмечается похолодание. Если говорить об отдельных районах, то температура в долинных зонах, например, Чуйской, Ошской, Джалабадской областей, растет очень быстрыми темпами во все месяцы без исключения. В июле и августе температура меняется неравномерно. В долинных зонах и на востоке страны температура растет. В отдельных районах, преимущественно в горных и в районе расположения Токтагульского водохранилища, температура остается стабильной и даже немного понижается. На данном графике видно, как неравномерно меняется температура по Кыргызстану в различные месяцы. Как говорила я ранее, в марте температура растет очень быстрыми темпами. Хотелось бы отметить, что в 2021 и в текущем году температура в марте по Кыргызстану была в пределах нормы и местами ниже нормы. Погода показала нам, каким должен быть март, если бы не глобальное потепление. Кроме изменения температуры, важно понимать, как меняются атмосферные осадки. Хотя анализ осадков гораздо сложнее, чем анализ изменения температуры. Потому что осадки выпадают крайне неравномерно по стране, сезонам. И что самое сложное для оценки динамики изменения, осадки нестабильны из года в год. Существуют некоторые циклы, как правило, около 3 лет, когда отмечаются засушливые периоды и годы с обильными осадками. В последнее время в Кыргызстане циклы засушливых лет стали больше. Например, с 2011 года в стране был только 1 год, 2015, с осадками выше нормы. Наличие годов с аномально высокими осадками, хоть эти года и редки, дают небольшую положительную динамику, то есть рост осадков со временем. Если говорить в целом об изменении осадков со временем по сезонам, то наибольший рост отмечается в зимний и летние периоды. Но стоит еще раз отметить, что для Кыргызстана исторически было естественным нестабильность выпадения осадков, то есть смена засушливых и влажных лет и циклов. Но в настоящее время меняется экстремальность. От нескольких засушливых лет подряд мы имеем 1-2 года с обильным увлажнением, что говорит об высокой подверженности страны прежде всего к усилению чрезвычайных ситуаций. Изменение осадков неравномерно также и по месяцам, и по различным районам страны. Общим является рост осадков в феврале на всей территории страны. В весенние месяцы, например, осадки меняются незначительно, а вот в августе и в сентябре климат становится более влажным. Хотя эти месяцы для всей страны являются с точки зрения исторических наблюдений самыми засушливыми месяцами. Однако вот положительным эффектом является то, что осадки в эти месяцы повышаются. Какие же последствия изменения климата потенциально возможны в Кыргызстане? Повсеместный рост температуры в феврале и очень интенсивный рост температуры в марте прежде всего влияет на сокращение холодного периода года, увеличение вегетационного периода. Но также рост температуры ведет к изменению фазы выпадения осадков. То есть вместо снега в долинах все чаще идет дождь. В
предгорной зоне осадки становятся смешанными и более тяжелыми. А также, конечно же, меняется структура уже выпавшего снега. Также более интенсивные осадки приводят к более интенсивные осадки вот в феврале приводят к дополнительной снеговой нагрузке на склонах гор и предгорий, что вызывает увеличение числа и интенсивности чрезвычайных ситуаций, таких как лавины и оползни. Рост температуры в апреле и мае ведет к повышению испарения с почвы и с растений. При этом осадков со временем больше не становится, они остаются практически стабильными. Если бы осадки увеличивались, это увеличение могло бы компенсировать и сгладить негативные последствия роста температуры, однако этого не происходит. Все это приводит к усилению почвенной засухи. Наличие поливной воды может, конечно, снизить негативный эффект от высоких температур, но он не везде доступен в период с апреля по май. К основным негативным последствиям изменения климата в Кыргызстане можно отнести наибольший рост температуры в городах, быстрые и опасные темпы роста температуры весной, особенно в марте, повышение ночных температур, увеличение жарких дней и продолжительности волн жары, изменение фазы осадков. В целом климат в Кыргызстане на большей части становится засушливым, но есть отдельные районы в стране, где климат становится более увлажненным. Какой климат будет в Кыргызстане в ближайшем и далеком будущем? Однозначно климат будет более жарким. Будет отмечаться смещение поясности с юга на север и вертикально по высотам. Например, в Бишкеке климат станет близким к климату Джалалабада. Как бы ни развивалась экономика страны и в целом в мире, какие бы срочные меры не были предприняты по борьбе с глобальным ростом парниковых газов, а значит и ростом глобальной температуры, мы не сможем остановить изменение климата. Мы можем только замедлить темпы роста температуры, а значит и число катастрофических чрезвычайных ситуаций и других негативных последствий. Что касается осадков, то сохранится их межгодовая изменчивость, хотя в прогнозах очень много неопределенностей и сложностей. Если говорить об изменении климата в цифрах и об последствиях, то лето в Кыргызстане станет более жарким, а значит и более засушливым, так как будет увеличиваться испарение. Зима станет более теплой и влажной. С одной стороны, это приведет к экономии энергоресурсов, например, на отопление, к увеличению вегетационного периода, что является положительным эффектом. Но с другой стороны, рост температуры и изменение режима осадков, в том числе нестабильность их выпадения, меняет и снижает доступность воды, так как будет меняться гидрологический режим рек. Также продолжит увеличиваться число и интенсивность опасных процессов, таких как оползни и лавины, а в весенние и летние периоды количество селей и паводков. Это были основные факты изменения климата в Кыргызстане и потенциальные угрозы, связанные с изменением климата. Благодарю вас за внимание.